Она вот такая была своеобразная, золотоордынская Хюррем-Султан, которая определяла, значит, порядок престолонаследия, то есть пользовалась огромным политическим влиянием. Кто же все-таки главный правопреемник Золотой Орды? Откуда казахи помнят всех своих 7 предков или даже до 20-го колена помнят? Потому что они все были записаны. Принято говорить, что мы потомки Золотой Орды. Вряд ли бы потомок Бастарда, условно говоря, мог бы претендовать на статус ханского сына или царевича. Правда, что не найдены захоронения золотоордынских ханов? Ислам для него был очень важным таким политическим инструментом консолидации общества. Почему в Казахстане именно территория области Улутау сейчас под таким вниманием? Политическое наследие джучидов до сих пор оказывало и оказывает влияние на наше историческое сознание все-таки. Салям, достар! Меня зовут Жансулу Айджанова, вы на канале Казах Culture. Сегодня поговорим о Золотой Орде. Но хочется обсудить эту тему с точки зрения преемственности, как это богатое наследие повлияло на нашу с вами современную жизнь. В гостях у нас доктор исторических наук Айбулат Кушкумбаев. Хош келдіңіз. Здравствуйте. Айбулат Карслямович, я заметила такую тенденцию, что в последнее время среди казахстанцев принято говорить, что мы потомки Золотой Орды, нежели потомки казахского ханства. Да? Вот с чем связана такая идентификация? Очень хороший, интересный вопрос, конечно. Когда мы говорим об историческом прошлом, конечно, казахского народа, Казахстана, естественно, да, там многотысячелетняя история нашей страны. Но в то же время есть такие ключевые, краеугольные такие этапы истории, которые оказали очень большое влияние на последующее развитие. И вот таким краеугольным камням, фундаментальным, относится эпоха Золотой Орды или история Улуса Джучи. То есть он так назван в исторических источниках. Это период примерно 13-15 веков, то есть период так называемого развитого средневековья. То есть когда формировалась большая империя Чингисхана и его потомков. Это начало 13 века. Именно это событие, появление вот этой огромной империи, континентальной империи на территории Евразийского континента сыграло огромную, большую историческую роль в исторической судьбе многих народов и стран этого огромного региона. И к ним, несомненно, относится как раз, собственно говоря, эпоха Улуса Джучи, который был вначале составной частью большой этой империи Чингисхана и чингизидов. Эта империя появилась в результате больших завоевательных рейдов этой эпохи, начала 13 столетия, и уже где-то в процессе этого расширения дальнейшего на запад и появляется, собственно говоря, Улус Джучи именно на территории Казахстана. Поэтому непосредственно история Казахстана этого периода связана с этим этапом формирования Улуса Джучи. Кстати, недавно, несколько лет назад, мы отмечали 800-летие образования Улуса Джучи. Это 2024 год. Именно 800 лет назад, примерно в эти годы, собственно говоря, и идет появление этого Улуса Джучи, который сыграл ключевую роль в истории средневекового Казахстана и казахов и многих других тюркоязычных народов. Поэтому именно эта эпоха может считаться одним из основных таких этапов нашей истории, который определил на долгий период наше историческое сознание, культуру, нашу, собственно говоря, идентификацию как этнической, культурной общности. Собственно говоря, с этим периодом очень много значимых событий, естественно, связано. Это связано также с тем, что его потомки на территории Казахстана, потомки Джучи, правили на территории Казахстана вплоть до середины XIX века. То есть этот джучитский этап истории Казахстана занимает порядка где-то 600 лет. То есть это один из таких интересных примеров, когда одна и та же династия правила в течение многих столетий на этом огромном пространстве. Поэтому история казахов, история других тюркоязычных братских народов как раз именно связана с этим периодом нашей истории. Поэтому он покрывает весь этот огромный исторический пласт нашей истории. Поэтому он для нас имеет ключевое важное значение.
А почему именно сегодня? Вот настолько это актуальна эта тема. И центр был создан, да, научно-исследовательский Улуса Джучи в 2020 году, да, и вот именно сегодня созрели. Да, действительно, вы правы. Вот государство очень много сейчас внимания уделяет идеологии и историческому сознанию общества. Дело в том, что уже вот больше 30 лет, как появились вот эти новые независимые государства на территории бывшего постсоветского пространства. Тогда в первые годы, наверное, было не до этого, когда только формировалось вот, государственное строительство, когда только создавались вот эти государственные институты. Но, тем не менее, эти вопросы всегда оставались актуальными, потому что вопросы «откуда?», «кто мы?», «чьи мы потомки?», «кто наши предки?», они всегда волновали и будут волновать любое общество. То есть это очень важным является вот в плане идентификации. Кто же мы все-таки, чьи мы все-таки потомки. И вот оглядываясь на вот это историческое наше прошлое, надо сказать, что действительно государство в последние годы очень большое внимание именно уделяет именно этому периоду истории, потому что он является таким градообразующим, основным. И потому что с этим связано появление, собственно говоря, казахского этноса, казахской культуры, казахской идентификации. Собственно говоря, тут комплекс вопросов, которые как раз вот сходятся именно к этому периоду истории, вот 13-15 веков. Собственно говоря, без Золотой Орды не могло появиться и казахское ханство. Оно является прямым наследником. Оно фактически зародилось в составе поздней Золотой Орды. И фактически вот это казахское ханство просуществовало чуть ли не до середины XIX века. То есть для нас этот этап очень важный. Поэтому мы очень большое внимание уделяем именно этому периоду истории. То есть исследователи, историки, этнографы, религиоведы и многие другие, как раз, собственно говоря, изучая казахскую этнокультурную общность, обращаются именно к этому периоду, потому что, собственно говоря, идентификация казахов как этноса невозможна без Золотой Орды. То есть Золотая Орда – это такой, знаете, ключевой тренд, что ли, ключевая основа, собственно, без которой невозможно объяснить последующие исторические процессы на территории Центральной Азии, Казахстане в частности. Поэтому не случайно Казахстан заявляет о том, что он является одним из преемников Золотой Орды. И это действительно так. То есть это географически, если посмотреть, практически половина территории Казахстана – это и есть Золотая Орда. Это один момент. Второй момент очень интересный. Вот, казахские рода и племена. Практически вот современные исследования показывают, что истоки, собственно говоря, вот этих казахских родов и племен, которые проживали в 18-19 веке, вплоть до нашего времени, это, собственно говоря, потомки вот этих золотоордынских кочевников, которые как раз жили в эту эпоху. То есть мы это видим и наблюдаем по родоплеменному составу, это даже четко видно. Это вот очень тоже важный момент. Другой момент очень интересный, это вот религиозная идентификация. Именно в эпоху Золотой Орды ислам был принят в качестве государственной религии. И, собственно говоря, распространился практически по всей территории Джучьего улуса. Ну и, собственно говоря, предки казахов уже тогда стали мусульманами. Это где-то примерно с XIV века. То есть даже религиозная идентичность у нас вот связана как раз с эпохой Золотой Орды. Вот, кстати, по поводу ислама, да, это Узбек-хан принял уже решение, да, и был первым правителем Золотой Орды, который принял ислам. Что повлияло на его решение? Мне кажется, чингизиды – это такой слой населения, да, был со своим твердым устоявшимся уставом, скажем так, да, и вот как могли его переманить, скажем так? Ну, знаете, уже одни из первых чингизидов, вот если обращаться к 13 столетию, в частности, вот одним из преемников Бату, знаменитого, да, был его брат Берке. А Берке уже тогда был мусульманином. Он правил, конечно, короткий период, где-то около 6 лет. 6-7 лет он находился у власти, то есть конца 50-х, первой половины 60-х годов 13 столетия. Но он уже к моменту вступления вот на престол, собственно говоря, уже и был мусульманином. То есть уже в то время ислам был распространен. Да, он не стал, конечно, государственной религией, но тем не менее это уже показательный факт. Один из потомков Джучи уже был мусульманином. То есть ислам достаточно рано, собственно говоря, проник в чингизидскую среду. Даже можно смотреть даже по именам, видно, что многие носят мусульманские имена. Это потомки Джучи. Это говорит о том, что влияние ислама уже тогда было. Другое дело уже на другом этапе истории, через вот несколько десятков лет, в эпоху правления Узбека, когда он пришел к власти,
он видел политический кризис в Золотой Орде, он видит, что очень много было потомков джучи, чингизидов. И естественно, да, когда много потомков, всегда много претендентов на власть. И ему нужно было провести кардинальную глубокую реформу, изменить, собственно говоря, вот дальнейшее развитие государства. И именно в это время он принимает ислам. То есть ислам для него был очень важным таким политическим инструментом консолидации общества. Поэтому ислам, как единая монотеистическая религия, была наиболее приемлемым в тех условиях. Тем более, что Золотая Орда очень тесно была связана со своими провинциями, вот в частности, богатая провинция Хорезм, это на территории современного Узбекистана, а она уже была мусульманская. Дальше, очень тесные связи Золотой Орды были с мамлюкским Египтом, он тоже был мусульманским. Ну и, собственно говоря, все вот южное окружение на территории Центральной Азии, на территории вот Южного Предкавказья, оно тоже было мусульманским. То есть для того, чтобы углубить эти отношения с этими регионами, и, собственно говоря, он принял такое решение, как принятие ислама в качестве государственной религии. То есть это был очень важный этап, это была очень важная реформа. Но она коснулась не только, конечно, религиозной сферы. Как я уже сказал, это был очень важный политический инструмент влияния на это общество. По сути, после того, как он приходит к власти, он фактически отстранил все чингизидские или джучитские вот эти кланы от власти. Он фактически провел такую большую административную реформу. То есть на смену им пришли его выдвиженцы. То есть он провел очень важную государственную реформу. То есть он изменил систему административно-территориального управления этой территорией. Там были очень такие большие, ну, современным языком говоря, такие большие федеральные округа были созданы. Хорезм, Дешты, Кыпчак и многие другие. Порядка их было 4. Так вот, собственно говоря, он централизовал власть. Ну, с Узбеком связывают расцвет Золотой Орды. Да, именно при именем. нем как раз начинается расцвет городского строительства, торговли, культуры. Невиданного взлета достигает градостроительство. Появляется очень большое количество городов на этой территории. Дело в том, что Золотая Орда как раз контролировала важнейшие торговые пути, которые начинались с Дальнего Востока. Знаменитый Шелковый путь. Северная ветка проходила по территории Казахстана и Золотой Орды. И, собственно говоря, это было одним из основных источников доходов для золотоордынского бюджета тогда. Именно в это время, вот, собственно говоря, было очень высокое развитое денежное обращение на этой территории. То есть все это говорит о том, что вот эти реформы, которые были проведены при узбеке, они были очень важные и необходимые. И поэтому, собственно говоря, имя узбека осталось вот на страницах летописей, хроник исторических того времени. И об этого периода очень много исторических памятников, в том числе и на территории Казахстана. Несмотря на то, что это было исламское государство, да, с XIV века, да, Золотая Орда была мультикультурным государством. Да, монголы, тюрки, славяне, да, и именно в этот период укрепились эти связи, да. Ну вот интересно, что это были за связи, там, брачные, религиозные, военные, деловые? Ну, действительно, да, вот, собственно говоря, Улус-Джучи, Золотая Орда действительно многоэтническим государством было. Многонациональным его трудно назвать, это больше такое современное на определение. А вот многоэтническим, да, многоконфессиональным также. Потому что помимо вот мусульман, которые проживали на этой территории, там же были представители христианского конфессии, ну, в частности, вот, русские княжества на территории Восточной Европы. Они исповедовали православие. Помимо них вот на территории Крымского полуострова жили представители других христианских конфессий, в частности вот католиков. Там были генуэзцы и венецианцы. То есть они имели там торговые фактории. А это были представители Римской католической церкви. То их тоже на этой территории было немало. Дальше. На территории Золотой Орды жили и другие народы. Ну вот, в частности, финно-угорского происхождения вот на территории Поволжья и Урала. Они также входили в состав вот Золотой Орды. На территории Северного Кавказа, а Кавказ, как вы знаете, многоэтничный, он как тогда был, так и сейчас. Там тоже проживали различные этнические группы. Ну и, естественно, нельзя забывать, что основная часть населения Золотой Орды – это все-таки тюркские и монгольские кочевники. То есть это кочевники, которые разговаривали вот на тюркских языках.
тюркский язык был здесь все-таки основной. Основное население было тюркоязычным. То есть они составляли основу, так называемый становой хребет. Они проживали чуть ли не от Алтая, Алтайского региона, и вот до Дуная. Практически вся вот эта степная полоса была занята ими. То есть это был господствующий слой. То есть они составляли армию, они составляли воинское сословие, и, собственно говоря, они составляли как бы вот такую фундаментальную основу этого государства. А смешение было допустимо в те времена? Вот кровосмешение или все-таки... Нет, конечно, было, и, несомненно, были межэтнические браки, и это несомненно. То есть в таком большом многоэтничном государстве жить, и когда они между собой не взаимодействуют, невозможно было. Естественно, что вот в первые, наверное, годы или там десятилетия, когда еще только военные походы ходили, то там много очень приходило, собственно говоря, военнопленных. То есть на территории Золотой Орды, вот уже в то время, ранний период, очень много было выходцев из разных регионов Европы, вот Восточной, Центральной Европы, с территории Кавказа. То есть это было, естественно, многоэтничное общество. То есть процесс смешения все-таки происходил здесь. И, собственно говоря, даже, кажется, исследования современные, вот, связанные с ДНК, вот, показывают, что, вот, в частности, женская часть, скорее всего, имела иное происхождение. Ну, значительная часть, она, скорее всего, была выходцами из других регионов и стран. То есть это не были, как бы, условно говоря, коренные жители Золотой Орды. То есть это были представители различных других каких-то конфессий, обществ, этнических групп. То есть процесс смешения, естественно, был. Это даже видно по чингизидам, потому что там было развито же многоженство. И вот, собственно говоря, матери вот этих многих чингизидов, они были представителями других этнических общностей. Ну, вот, в частности, предполагают, что матерью Берке была дочь последнего Хорезмшаха Большого, Мухаммада. То есть одна из его дочерей попала в плен и стала супругой Джучи. Ну а как же теория, что Джучи тоже не от Чингисхана? Есть же тоже такая версия, что она в плену Да, это старая такая версия, давно она витает уже, да. Ну, собственно говоря, с эпохи Средневековья, наверное. Но это, собственно говоря, наверное, домыслы и сплетни. Потому что, судя по тем источникам, к которым мы располагаем, уже к моменту пленения его мать, Борте, она уже была беременна. Ну, то есть находилась, проще говоря, в положении. И после того, как ее освободили, она родила этого сына. И вот поэтому всякие домыслы пошли с этого времени, что это вот не родной сын и так далее. Дело в том, что в средневековом обществе, если такое могло произойти, да, то вполне вероятно, что он бы даже и не мог появиться даже на свет. То есть там были очень строгие патриархальные традиции, устои, и вряд ли бы потомок бастарда, условно говоря, мог бы претендовать на статус вот, ханского сына или царевича. То есть его бы ждала печальная участь, скорее всего. А мы не знаем, что именно вот там он потомок, как говорится, меркитского плена. Это все вот со средних веков, вот эти слухи и сплетни дошли до нашего времени. И они отражают, собственно говоря, больше не столько вот его происхождение, сколько, вот, наверное, политическую борьбу среди потомков Чингисхана. То есть это более поздние интерпретации источников. То есть это было выгодно, допустим, потомкам уже, внукам, правнукам потрясателя Вселенной, которые в политической борьбе использовали различные аргументы исторические. А так как уже для них эпоха Джучи была исторически прошлым, они, собственно говоря, исходя из этого, строили всякие какие-то сомнительные теории, пускали. Но это и привело к разрушению Золотой Орды. Их внутреннее несогласие, борьба за власть. Ну, нельзя сказать, что именно так вот, что именно борьба и так далее. Там более сложные, конечно, процессы шли, потому что это огромная империя была, как мы уже говорили, многоэтничная, многоконфессиональная. И естественно, что вот на этих окраинах тоже формировались какие-то будущие центры власти. Наиболее развитыми золотоордынскими провинциями на западе это был Крым, Крымский полуостров, дальше вот, Поволжье, ну, собственно, где находился административные и политические центры. И вот на востоке это область Хорезм
и далее вот территория Южного Казахстана, где находились города. Это наиболее богатые вот эти, будем говорить, земли, да? Собственно говоря, откуда основные доходы и шли. Поэтому было важным как раз именно их контролировать. Но уже в эпоху поздней Золотой Орды здесь стали появляться отдельные центры силы. То есть когда вот претенденты проигрывали борьбу за власть над Сараем, Сарай — это столица, Сарай аль-Джадид, они бежали на эти окраины и там укрепляли свою власть. Поэтому именно вот эти вот окраины, собственно говоря, стали такими, будем говорить, в эпоху смуты островками стабильности. Именно там укреплялась уже региональная власть. То есть эти процессы начались в XIV веке, продолжились в XV веке. И в конце концов они привели вот к такому распаду. А распад Золотой Орды, он десятки лет шел. То есть это не был одномоментный такой процесс. Вот касательно правопреемника, да, ну в истории принято говорить. Вот. Кто же все-таки главный правопреемник Золотой Орды? Мне кажется, много дискуссий на эту тему. Знаете, вот, среди исследователей такого, конечно, острого вопроса нет. Это в основном вот общественность, наверное, современная, думаю, вот, мыслит такими категориями, кто же все-таки наследник. Ну вот представляете, это огромная многонациональная, многоэтничная империя, раскинувшаяся от Алтая до вот стран Восточной Европы. И, собственно говоря, на этой территории проживали различные народы. Но вот когда процесс распада шел, выделились очень много народов, в том числе и тюркоязычных. Это и казахи, и нагаи, и татары, башкиры, узбеки те же самые, да. На территории Северного Кавказа тоже мы видим этнические общности, выделяются, да, этнокультурные общности. По сути, это все и есть наследники этой Золотой Орды. То есть так или иначе их происхождение связано с этой эпохой. Ну, если вот брать казахов, вот мы уже с вами говорили, и этнически, культурно, религиозно, это все с этой эпохой связано. Значит, соответственно, они являются правопреемниками Золотой Орды. Или взять, вот, допустим, узбеков, ну вот 16-17 веков. Их от казахов-то невозможно отличить. Это, по сути, разные политические названия, но этническая общность одна и та же. Или взять современных нагайцев. Тоже вот внешне, как отличить от казахов? И этнически, культурно, языково это одно и та же. Я наполовину общность. нагайка. Ну вот видите, вот тоже примеров очень много. То есть, когда мы говорим о них очень больше близкого сходства, нежели каких-то различий между ними. То есть, они тоже связаны с этой эпохой. То есть, без Золотой Орды появление, допустим, нагаев невозможно объяснить. Или там современных татар, что сибирских, что казанских, что вот крымских татар. Их очень много названий татары, но их объединяет именно этноним татар. То есть о них тоже распространилось это имя. А это внешнее название всего кочевого населения Золотой Орды. Так называли в источниках. В других источниках, допустим, персидских, основное кочевое население называли термином узбек, по имени хана Узбека. То есть когда узбек пришел к власти, вот только что мы с вами говорили, он принял ислам. Те, кто принял ислам, они стали называться персидским термином узбекиян. Узбекиян — это буквально в смысле узбекцы, узбековцы, то есть сторонники хана Узбека. Вот. Другая общность, которая не приняла ислам, у них тоже было такое, ну, не буду говорить, что это уничижительное прозвище, но их стали называть калмак. Калмак — это вот буквальный перевод «отставшие», «отошедшие». То есть те, кто не принял ислам. Современные калмыки, верно же? Ну, как бы условно говоря, но это не те калмыки, а монголоязычные. А здесь имеется в виду тюркоязычное население, которое не приняло ислам. То есть по каким-то причинам, политическим или иным причинам. И они были вытеснены на окраину государства. То есть они, собственно говоря, стали как бы такими, условно говоря, изгоями. То есть они не были мусульманами. Поэтому их и назвали термином калмак. Это вот уже как. исторически доказано. То есть они уже появились в XIV-XV веках. Эдуард Александрович, а вот насколько справедливо мнение, что Москву вот в современном понимании построили золотоордынцы? Ну, я бы не сказал, что Москву прям построили золотоордынцы. Она уже существовала и до Золотой Орды. То есть она-то была небольшим городким таким. Но она как раз именно в эпоху Золотой Орды происходит такое, знаете, будем говорить, социальное и политическое, точнее, возвышение Москвы. То есть московские князья, которые правили вот на территории Московского княжества, воспользовались вот этими своими преимуществами. Они были, естественно, представителями, которые служили
золотоордынским ханам, и они пользовались вот этими политическими связями с ними, особенно в XIV веке. Московские князья, где-то начиная с Ивана Калиты, но это был вот как раз один из потомков Александра Невского, еще с этой эпохи, да, который одним из первых стал вассалом золотоордынских вот правителей. Именно он проводил такую дальновидную политику. То есть он понимал, что с Золотой Ордой бесполезно бороться, а нужно использовать эту силу в качестве вот созидания. И поэтому его потомки, которые сидели в Москве, именно его потомки, которые сидели вот в Москве, они, собственно говоря, воспользовались именно вот такой ситуацией, когда они стали одним из главных собирателей дани северорусских княжеств. Именно вот эта вот ихняя функция собирателей ханской вот этой дани или налогов, да, она, собственно говоря, сыграла ключевую роль в возвышении Москвы. То есть в течение XIV века Московское княжество укреплялось, расширялось. А уже к концу XIV века это уже было такое полноценное такое государственное образование, которое могло вполне претендовать уже на самостоятельность. И поэтому уже в XV веке мы видим полнейшее возвышение Москвы. То есть Москва становится новым политическим центром, вокруг которого собираются вот эти северорусские земли. Так вот, Москва с этого момента становится новым политическим центром силы. То есть она тоже претендует, вот самое интересное, претендует тоже на золотоордынское наследие уже того времени. То есть она постепенно расширяла свое территориальное пространство и уже, собственно говоря, постепенно, уже в XVI веке стала претендовать на золотоордынское наследие территориальное. То есть уже в это время идет дальнейшее ее расширение на юг и на восток. Именно как раз вот на территории бывшей Золотой Орды. То есть оно очень тесно связано именно с этим периодом. Все-таки часть истины в этих словах есть, что Золотая Орда очень сильно повлияла на становление Москвы как центра силы, да? Да. А что вот в это время происходило в Казахстане, если взять вот влияние Золотой Орды именно на нашей территории, да? Что у нас происходило? Естественно, вот территория Казахстана современная, она тоже в этих процессах участвовала. То есть на этой территории тоже формировались новые региональные центры силы, в частности в XV веке наиболее таким крупным политическим наследником Золотой Орды было государство Абулхайыр-хана, так его называют. Его по ошибке называют государство кочевых узбеков в историографии. На самом деле это, естественно, не имеет отношения, такое название искусственное, то есть оно было придумано исследователями позднее. На самом деле это, собственно говоря, один из претендентов на золотоордынское наследие, но только на Востоке. Это тоже было очень большое государство, которое занимало значительную территорию Казахстана. Там правили потомки пятого сына Джучи Шибана. Это вот Абулхайр и его преемники. Если не ошибаюсь, это современная территория Актюбинская, Западно-Казахстанская область, да, Юг Оренбургской, да? Это вот эта здесь территория? В основном это территория вот сопредельных Южной Сибири, Урала, Зауралья, территория Северного, Центрального Казахстана, Юга Казахстана. То есть она занимала очень большую территорию. Да, в том числе и территория Западного Казахстана тоже занимала. То есть они, собственно говоря, тоже претендовали на большую политическую самостоятельность. Речь, конечно, уже не шла о том, чтобы возродить Золотую Орду, но тем не менее, они были ключевыми претендентами на золотоордынское наследие уже в нашем регионе. И, собственно говоря, здесь же, на этой территории, формируется и будущее Казахское ханство. То есть оно тоже одни из ветвей представителей вот этого правящего джучитского дома, это представители потомки, точнее, 13-го сына Джучи Тукай-Тимура, или Токай-Тимура, его, как в казахских источниках его называют. Это, собственно говоря, его потомки претендовали здесь на власть. Они тоже боролись в борьбе за власть с другими джучитскими этими политическими группами. И, собственно говоря, в течение 15 столетия им удалось, особенно во второй половине, полностью захватить власть в этом регионе. И, собственно говоря, с этого момента идет появление казахского ханства как такового, которое просто существовало вплоть до середины 19 столетия. То есть здесь непрерывно правили потомки одного из казахских ханов, Джанибека. То есть именно его потомки, собственно говоря, и проживают на территории Казахстана по сей день.
То есть у казахов до сих пор же сословие как бы Торе существует. Их несколько тысяч человек. То есть в Казахстане, вот, собственно говоря, Торе сохранились вот вплоть до нашего времени. То есть они тоже могут быть отнесены к нашему историческому наследию. То есть представители вот этого правящего дома. То есть их, как я уже сказал, немало. То есть фактически во всех казахских жузах они представлены. Хотя они не входят в систему жузов, тем не менее, они являются составной частью вот казахской этнической, культурной идентичности. А вот какие принципы политического управления, возможно, экономического, да, мы переняли вот с тех времен? Возможно, есть какие-то отголоски прошлого? Ну вот если брать вот так называемое Чингизово право, то одним из их краеугольных камней этого Чингизова права было то, что, допустим, только потомки Чингисхана, ну, вот в частности, его старшего сына Джучи, могли претендовать на верховную власть в этом регионе. То есть только представители Торе могли быть ханами и султанами. То есть они могли претендовать на высшую политическую власть. Другие группы не могли. Уже даже в средние века, вот в эпоху, допустим, Тамерлана, Тимура знаменитого, в эпоху вот Едыге знаменитого, уже они тогда это прекрасно понимали. Они сами себя не провозглашали ханами, они выставляли подставных ханов, контролируемых ханов, но сами никогда себя ханами не могли объявить. Ну, там уже позднее, где-то в XIX веке, такие уже попытки были, конечно, уже представители других там политических групп могли претендовать на высшую власть, провозглашать себя ханами, но в течение многих столетий, в частности в Казахстане, вот, чуть ли не до 20 века, это правило сохранялось. Ну, в частности, Алихан Бөкейханов, он же представитель сословия Торе, и поэтому он как раз и стал премьер-министром, ну, первым главой государства Алашорды. Ну, вот в 17-х, вот, в начале вот, 20-х годов, да? То есть вот именно в этот период он, собственно говоря, и был премьер-министром. Буквально 100 лет назад. Да, буквально 100 лет назад, но еще до сих пор. Вот вплоть до 20 века историческое наследие вот этих джучидов, чингизидов в Казахстане сохранялось. Но уже, конечно, в советский период это все нивелировалось. То есть это все наследие политическое, культурное, естественно, было уничтожено. Но она не уничтожила историческое сознание. Казахи, допустим, до сих пор помнят, к каким родам, племенам они относятся. Это тоже является одной из форм идентификации, одной из форм проявления вот этого, мы будем говорить, исторического сознания, специфики нашего исторического сознания. Если бы этого не было, мы бы, наверное, и не помнили, чьи потомки. А, допустим, казахи до сих пор помнят, свои родословия знают, чежре знают. То есть среди казахов это популярная тема, то есть чежре. Так вот, значит, именно у казахов вот это вот правило сохранялось очень длительное время. Мы это видим, наблюдаем. То есть политическое наследие джучидов до сих пор оказывало и оказывает вот влияние на наше историческое сознание все-таки. То есть если вплоть до 20 века мы вот это Чингизово право, условно говоря, сохраняли. Конечно, нельзя сказать, что все, что с чингизидских времен осталось, у нас сохранилось, но тем не менее это мы видим и наблюдаем до сих пор. То есть вот если брать наши генеалогические схемы, как я уже сказал, чежре, они тоже связаны с этим периодом. То есть именно в период Золотой Орды формировались вот эти генеалогические списки, и, собственно говоря, вот эта традиция сохранялась у казахов вплоть до 20 века. Откуда казахи помнят всех своих 7 предков или даже до 20-го колена помнят? Потому что они все были записаны. С этим связана и письменность арабская, то есть чагатайские тюрки, так называемые. И вот это такое научное определение. Казахи его называют кадам жазу, ну, старое письмо, так называемое. А оно сохранялось тоже у казахов вплоть до начала 20 века. То есть казахи не были бесписьменным народом, как нас считают. На самом деле у казахов еще с эпохи Золотой Орды сохранялась письменная традиция фиксации вот этих генеалогий чежре. Арабским письмом она была зафиксирована. То есть мы тоже, собственно говоря, были включены вот в наше историческое прошлое вот таким образом. То есть это тоже относится к культурному наследию эпохи Золотой Орды. То есть таких моментов очень много интересных. Ну и, собственно говоря, вот только что о религии же говорили. Казахи являются суннитами ханафитского масхаба.
И они вот с эпохи Золотой Орды как были вот представителями вот этого суннитского направления, так и остаются до сих пор. С этим связано, собственно говоря, появление вот этих отдельных, будем так говорить, ханафитских вот этих ответвлений, орденов так называемых, Накшбандия, Ясавия и многие другие. Тоже они оказывали очень сильное влияние на религиозное сознание. То есть казахи весь этот период, начиная с эпохи Золотой Орды, вплоть до нашего времени, являются ортодоксальными мусульманами. То есть они принадлежат мусульманской умме. То есть ислам очень большое влияние тоже оказывал и оказывает до сих пор. То есть в нашем сознании мы являемся представителями вот этой большой мусульманской уммы. Это тоже можем относить к наследию эпохи Золотой Орды. Наши женщины не покрывались, так же, как и женщины Золотой Орды. Да, надо сказать, что в эпоху даже Золотой Орды женщины пользовались большой такой свободой. То есть, если вот так посмотреть, даже вот исторические хроники, источники сообщают о том, что в Золотой Орде женщины, ханши, да, жены вот этих правителей, они играли очень большую роль вот, в порядке даже престолонаследия. Их имена сохранились. Вот, допустим, в частности, жена Бату, Баракчин Хатун, она очень большое влияние оказывала, вот, собственно говоря, на политическую преемственность в тот период. Или взять, допустим, там жена знаменитого хана Узбека Тайдулла Бегим, мать его наследников, она тоже ключевую роль играла вот в политической истории той эпохи. Ее можно сравнить вот с знаменитой Роксоланой Хюррем Султан. Она вот такая была своеобразная золотоордынская Хюррем Султан, которая определяла, значит, порядок престолонаследия, то есть пользовалась огромным политическим влиянием. То есть и к ее мнению прислушивались не только там ее дети, а представители вот этого правящего политического сословия. То есть она играла ключевую роль в политических событиях. И много других представительниц. И была убита, кстати. Ну, к сожалению, была убита, но это политические интриги, борьба за власть, это несомненно. Ну, если вы участвуете в большой политике, то политика имеет две стороны, да? Либо вы побеждаете, либо вас побеждают. Ну вот, собственно говоря, в результате вот этих политической борьбы, политических интриг, она, естественно, погибла. То есть переиграла свою роль, как говорится. Ей надо было, возможно, вовремя уходить, но она не ушла. И в итоге вот такой интересный конец. Печальный. Как сейчас обстоят дела с изучением этой эпохи? Вот в Казахстане ваш центр Улуса Джучи, да, занимается изучением. Много ли еще белых пятен? Ну, естественно, да, вот, как я уже говорил, государство большое внимание уделяет. Несколько лет назад был создан научный институт изучения Улуса Джучи, который специализированно занимается вот этим периодом. Да и не только этим периодом, он, собственно говоря, занимается всем периодом эпохи Средневековья вот, в истории Казахстана. Ну и в частности, казахским ханством тоже. Это тоже было, наверное, я думаю, правильное решение, потому что нужно было систематизировать именно научно-исследовательскую работу. Дело в том, что если она является ключевой эпохой в истории Казахстана, необходимо уделять ему соответствующее внимание. Поэтому данный институт призван консолидировать научные усилия исследователей, чтобы мы совместно, не только казахстанские, но и зарубежные исследователи изучали этот период истории. А там действительно есть что изучать. Там очень много интересных феноменов, которые требуют особого внимания. Естественно, это вот и этническая история, и политическая история, допустим, той же экономики, религии и многих других аспектов. Она многоаспектная, многогранная тематика, поэтому для того, чтобы успешнее реализовывать научно-исследовательские проекты, необходима как раз, вот, собственно говоря, консолидация усилий научного сообщества. И, собственно говоря, данный институт как раз и играет ключевую роль как раз в объединении вот этих усилий. Это с одной стороны, а с другой стороны необходимо все-таки формировать новые кадры, то есть которые бы изучали уже с новых методологических научных позиций этот период истории. Поэтому для нас важным является именно подготовка научных кадров. То есть молодых исследователей, магистрантов, докторантов мы также сейчас ориентируем на этот период истории. Потому что, чтобы сделать какой-то научный прорыв, необходимо все-таки привлекать и молодых исследователей, у которых могут быть иной взгляд, новый современный взгляд на эти события.
То есть вот, допустим, уже, наверное, больше 140 лет прошло, как был издан первый сборник материалов по истории Золотой Орды. Он назывался сборник документов, сборник источников по истории Золотой Орды знаменитого Тизенгаузена. Он был издан в 1884 году. А теперь с этой эпохи прошло уже больше 100 лет, и необходимо все-таки проводить ревизию этих исследований, потому что переводы были сделаны в конце XIX века, а мы им пользуемся еще вот в начале XXI века. Но необходимы новые переводы, новые исследования, поиск новых источников, введение в оборот новых данных, новых материалов. И, собственно говоря, этот институт этим и занимается, то есть вводит в оборот новые источники, которые ранее были неизвестны или малоизвестны. А вот за последние годы были резонансные открытия? Резонансные открытия имеете в виду вот ключевые? Да. Ну вот если вот археологический аспект брать, вот для меня было открытием, допустим, что на севере Казахстана, вот буквально 6-7 лет назад были открыты золотоордынские памятники. Там были найдены монеты, знаменитые вот золотоордынские мавзолеи, так называемые Кызылоба. Это вот на территории Северо-Казахстанской области. Это практически самый север Казахстана. Там были найдены. То есть это говорит о том, что уже в тот период здесь существовала, ну будем говорить, стационарная жизнь. Или вот вблизи Астаны тоже вот изучается много лет казахстанскими археологами городище Бозок. Недалеко южнее, вот в Коргаджинских степях, тоже вот давно уже найден городище Ботагай. Оно тоже относится к золотоордынской эпохе. То есть тоже изучается и исследуется. На территории вот западного Казахстана выявлены новые городища и города, которые ранее были неизвестны. То есть они были известны вот по картографическим материалам, а теперь мы точно знаем, что на территории вот западного Казахстана существовали вот эти города золотоордынского времени. То есть они подтверждают, собственно говоря, другие источниками подтверждаются, что они существовали и были на этой территории. И на территории Казахстана сейчас в последние годы тоже очень много монет находят именно золотоордынского времени. То есть это говорит о том, что денежное обращение было распространено практически на всей территории Золотой Орды. То есть это тоже один из важных показателей вот социальной, экономической жизни. А что это за монеты были? Ну, в основном это ханы эпохи просвета. Это вот эпохи Золотой Орды, времен правления Узбека. И наиболее массово находят. Эпохи Узбека, Джанибека. Вот именно период расцвета, собственно говоря, практически по всей территории. Ну и, собственно говоря, нумизматы тоже подтверждают, что вот, допустим, предки казахских ханов непосредственно на территории Казахстана, скорее всего, тоже чеканили свои монеты. То есть на территории Казахстана тоже были монетные дворы, которые занимались выпуском в обращение вот этой вот валюты. Ну, золотоордынских дирхамов или танье их называют, знаменитые. Они тоже здесь вот на территории Казахстана находились. А что на них изображено в основном? Ну, как правило, такие небольшие монеты, да, металлические, это медные или же серебряные. Там, как правило, да, указывалось имя эмитента, то есть хана, и, собственно говоря, указывался год по хиджре, в каком году эта монета чеканилась. Отсюда мы можем знать, что именно этот хан в этом году, допустим, чеканил эту монету. С другой стороны, там иногда находят изображение тамк, ну, правящего дома джучидов. То есть там, где тоже на них изображались. То есть они тоже являются одним из важных источников, показателей, вот, собственно говоря, какие правящие дома правили в эпоху Золотой Орды в это время. То есть в разных частях государства могли параллельно ходить различные монеты. Это тоже один очень интересный феномен. То есть были региональные монеты, были, допустим, общеимперские или общезолотоордынские, а были региональные чеканные дворы, которые чеканили местную монету. То есть здесь тоже определенная специфика своя была. Причем ходили монеты из соседних правящих улусов, вот, допустим, в Чагатайском улусе, да, монетное денежное обращение было развито. Они тоже на территории Казахстана попадали. В частности, под Астаной один из чагатайских дирхемов был найден. То есть это говорит о том, что здесь были отношения между вот этими улусами. То есть они не были изолированными, а наоборот активно взаимодействовали между собой. Так, говоря о торговле, да, были у Золотой Орды тесные связи с Италией, там, с Венецией, с Генуей, да, и даже если аналогию проводить,
Вот Италия и на сегодня является главным торговым партнером, например, Казахстана, да? Да. Вот. Как Ну история да, цикличная. здесь какая-то есть историческая преемственность. Действительно, вы правильно говорите, вот в ту эпоху, вот в эпоху Золотой Орды, гельчиды контролировали вот эту северную ветвь Великого Шелкового пути, который проходил, кстати, по территории Юга и Казахстана. И, собственно говоря, вот этот вот контроль над вот этим шелковым путем позволял получать больше доходов, чем, допустим, дань или налоги с покоренных оседлых земледельческих земель. Потому что основным, как бы сказать, доходом золотоордынского бюджета было, собственно говоря, контроль над вот этой международной транзитной торговлей, которая шла вот с Дальнего Востока Китая и продолжалась вот по территории Центральной Азии и выходила на территорию вот Европы. И, собственно говоря, вот это вот связующее звено золотоордынской территории, она была связующим звеном между Востоком и Западом. То есть товары перемещались с Востока на Запад или с Запада на Восток, с Севера на Юг. То есть вот это вот уникальное положение геополитической Золотой Орды позволяло вот эти торговые потоки контролировать и направлять. И, собственно говоря, развивалась торговля, богатели города. То есть появлялось целое такое сословие торговцев, которые, собственно говоря, непосредственно участвовали вот в этом международном разделении труда, в этом международном обмене товаров. И, собственно говоря, это позволяло Золотой Орде долгое время существовать. То есть появлялись вот эти города, караван-сараи и так далее. То есть золотоордынские ханы обеспечивали безопасность вот этих торговых путей. И, соответственно, за это получали определенный налог. Там налоги небольшие были, 3-4, там, максимум 5% с оборота. То есть это были такие щадящие налоговые режимы, которые позволяли, собственно говоря, которые позволяли государству и контролировать, и, собственно говоря, развивать вот эту торговлю. То есть они получали взаимовыгодную, будем говорить, выгоду. То есть Золотая Орда, которая вставляла вот такой льготный налоговый режим, и торговцы, которые занимались непосредственно вот этими торгово-посредническими операциями. Поэтому Золотая Орда активно торговала со странами Востока, Дальнего Востока, вот, с Центральной Азии, вот, современным Мавераннахром, или там с территории Персии, Индии и так далее. Айболат Карсямович, правда, что не найдены захоронения вот золотоордынских ханов до сих пор? Да, вот надо сказать, что пока не выявлены именно захоронения ханов эпохи Золотой Орды. Вот начиная, наверное, с Джучи, это очень большая загадка, несмотря на то, что мы имеем памятник исторический с тех времен, да, он на территории Центрального Казахстана, севернее Джесказгана, 50 километров от него находится вот этот памятник. Но там памятников тоже очень много. Помимо Джоша хана, да, памятника, там существуют и другие очень интересные такие памятники эпохи Золотой Орды, тоже мавзолеи. Там они недавно были выявлены, но, собственно говоря, они показывают, что градостроительство и вот архитектура того времени, она была на достаточно высоком уровне. Тем не менее, большой загадкой является именно выявление вот этих захоронений ханов. Ну вот нашим татарским коллегам недавно удалось в районе села Ла-Пас, это Волгоградская область, да, современной Российской Федерации, выявить вот эти вот погребальные комплексы. Они только изучаются, и надеемся, что в будущем, скорее всего, они смогут провести вот полноценные археологические изыскания, и мы надеемся, что мы получим очень интересные результаты. Это только в будущем. Но, тем не менее, исследователи работают над этой проблемой, будем так говорить. А с чем связано, что до сих пор не обнаружено ни одно захоронение? Видите, эпоху Золотой Орды, вот если брать до начала XIV века, это, условно говоря, такая языческая тенгрианская эпоха. Чингизидский правящий класс, когда хоронили представители вот этого правящего сословия, да, чингизидского, эти захоронения были тайные. То есть их хоронили в специальных заповедных местах, которые назывались Корок или Кором. Они были закрыты для другого населения. То есть это были заповедные места. И они находились, как правило, при горных районах, предгорных районах.
И, собственно говоря, в этих глухих районах и проходили, вот, собственно говоря, обряды захоронения. Другое население, иное, не знало об этом. То есть это была такая, ну, будем говорить, закрытая информация для остальной части населения. И поэтому там, собственно говоря, даже внешних признаков захоронения нет. Нету каких-то курганов, нету каких-то, допустим, стел или каких-то памятных знаков установленных. Это, собственно, может быть какая-то равнина в предгорной зоне, и на какой-то возвышенности они проводили вот эти тайные захоронения. И внешних признаков до сих пор нет. Вот даже мы не знаем, допустим, где Чингисхан похоронен, где похоронен, допустим, Чагатай, да, его сын, там, потомки вот его другие, допустим, Угеды и многие другие представители вот этого правящей группы чингизидской. То есть это до сих пор является очень большой загадкой. И, следовательно, над этой темой работают. Я вот сейчас так задумалась. Так интересно, что потомки Чингисхана так ассимилировались на местах своих завоеваний. Ну, того же взять Чагатая, да, там получилось совсем другие цивилизации, да, ну, да, похожие, у Джучи совсем другое поколение. Потомки их, конечно, где-то были захоронены. Мы вот, допустим, на территории вот, современного Китая есть, находится город Алмалык. И вот там находится мавзолей Туглук Тимура. Ну, это одного из его потомков, который жил в XIV веке. Мы это точно знаем. Там уже даже фотографии есть вот этого мавзолея. То есть уже когда пришел ислам, собственно говоря, стали строить вот эти мавзолеи, кесены, да, над усопшими. И, собственно говоря, по вот этим признакам мы можем говорить, что вот да, это представители вот этого правящей группы были здесь похоронены. Ну, что касается вот более раннего периода, о котором я говорил, здесь, конечно, больше вопросов и загадок. Как это проходило, что, в какой местности и так далее. То есть вопросов там очень много. А что касается более позднего периода, то уж вот эпохи Тамерлана, мы точно знаем, он захоронен там в столице Самарканде. То же самое и золотоордынские ханы. То есть, когда они приняли ислам, уже захоронения проходили рядом вот, в ханских некрополях, недалеко от столицы. То есть это уже были не такие закрытые, будем говорить, территории, собственно говоря. Уже мы знаем точно, что это были зияраты того времени, ну, места захоронений. И, собственно говоря, уже от этой эпохи больше исторических памятников осталось. То есть, по крайней мере, градостроительных памятников, архитектурных памятников. Мавзолеев на территории Золотой Орды еще очень много. Их находят до сих пор. Хотя там хоть и фундамент остался, но тем не менее, значит, мы можем говорить о том, что здесь, на этом месте, существовало какое-то вот архитектурное строение. А почему вот в Казахстане именно территория области Улутау сейчас под таким вниманием? Там много памятников именно этого периода? Или то, что там нашли памятник Джучи? Ну, во-первых, там находится сам памятник Джоша хана. Он уже исторический, культурный памятник. Это уже давно он известен, да? Ну и помимо него здесь на этой территории также выявлено очень много других, ну, будем говорить, таких элитарных захоронений. Вот, допустим, знаменитая Болган-Ана мавзолей, он там находится, на этой территории. Там же находятся и другие мавзолеи, неизвестных каких-то правителей. Ну вот, в частности, Алаш-хан. Его относятся к более позднему периоду, уже, наверное, казахскому, где-то 16 века. Но он тоже непосредственно связан с предшествующей золотоордынской эпохой. То есть там же вот эти вот, будем говорить, архитектурные каноны сохранялись. То есть они передавались из поколения в поколение. Даже уже позднее, там, в 19 веке, да, некоторые мавзолеи золотоордынских правителей, которые сохранились, копировались казахами. То есть уже над другими усопшими, известными людьми, такие же, ну, будем говорить, похожие архитектурные сооружения делались. Ну, кесене так называемые, то есть мавзолеи. То есть мы это видим, наблюдаем. То есть такая живая историческая преемственность и связь здесь непосредственно существует. Ну и вот недавно, вот буквально в прошлом году, в районе вот как раз Улутау проходили раскопки. Наши археологи выявили тоже ряд захоронений. Конечно, они более меньшего масштаба, но тем не менее вот, радиокарбонный анализ показывает, что большинство захоронений относится как раз к золотоордынскому времени. Это 13, 14, 15 века. То есть вот период существования Золотой Орды. То есть там захоронений очень много. Значит, это место было какое-то заповедное.
То есть она имела какой-то сакральный смысл и значение. Дело в том, что именно здесь, на этой территории, началось формирование Улуса Джучи, как вот огромного территориального образования. И поэтому область Улута является в этом плане ключевой. Она находится в центре Казахстана, и поэтому для последующих потомков, в частности для казахских чингизидцев, джучидов, да, Улута всегда был сакральным центром. То есть у казахов до сих пор особое отношение к этому региону, району. То есть это связано с предшествующей золотоордынской политической культурной традицией, так и вот с казахской правящей традицией правящих групп казахских. Может, поговорим об укладе, жизни, да, золотоординцев именно на территории Казахстана, да? Чем они занимались? Может быть, какие-то были правила, вот вы говорили сейчас о правилах захоронения, именно знати, да, ханов. Но если говорить о простом населении, как они жили? Обычное население жило своей жизнью, обычной бытовой жизнью. То есть, как в те времена, так и сейчас, у них главная забота, наверное, тоже была, это как бы заработать себе на жизнь, да, хлеб насущный. То есть, как в те времена, так и сейчас население тоже было этим озабочено. Основное население на территории Казахстана занималось, конечно, кочевым скотоводством. Это было основным хозяйственным занятием. Собственно говоря, с скотоводством, собственно, связаны все эти представления кочевников о богатстве. Чем больше у тебя скота, тем больше ты богат. И, собственно говоря, на территории Казахстана, да, сами природно-климатические условия позволяли вести именно этот кочевой образ жизни. То есть этот кочевой образ жизни в эпоху Золотой Орды был элитарным. То есть дело в том, что золотоордынские ханы, правящие сословия, да, в Золотой Орде, они как минимум полгода кочевали. То есть в весенне-летний период они находились на кочевье. В частности, узбек и другие представители джучидов, они в летнее время кочевали. То есть они считали это очень престижным видом деятельности. То есть не просто там ходить туда-сюда, а, собственно говоря, совместно с подвластным народом, да, передвигались от летних кочевий к осенним и, собственно говоря, зимой стационарно находились. Метили территории. Будем так говорить, да. Но это у них был свой ханский домен между Волгой и Уралом. Он выходил на Северный Кавказ. На Северном Кавказе они в летнее время кочевали. Там были очень такие важные пастбища, ключевые, стратегическое значение имело. Но на территории Казахстана то же самое. Население кочевало на очень большие расстояния тоже. Как минимум 500-700 километров. Иногда кочевки могли доходить до 1000 километров. То есть намного тысяч километров перекочевывали. Обычно кочевники в летнее время уходили в северную зону степей, а зимой возвращались на юг. Это Орал, Приоралье, река Сырдарья и горные и предгорные районы. Именно сюда они переходили, и, собственно говоря, казахи этот опыт тоже повторяли. То есть этот опыт был и в эпоху Золотой Орды, да, хозяйственный опыт, и этот, собственно говоря, сохранялся вплоть до нашего времени, то есть до этнографического времени. Кстати, говорят, почтовое сообщение, да, в период Золотой Орды появилось. Оно было даже еще более ранний период. То есть уже когда только формировалась империя, уже тогда была система ямской службы, так называемые ямы, да, это такие станции, да, примерно расстояние между ними 25-30 километров. Они были расположены именно в тех местах, где находилась вода или удобное место для, допустим, организации ночлега. Они, собственно говоря, потом и со временем превратились в караван-сараи, то есть где находилась вода. То есть когда, допустим, ханские гонцы отправлялись в путь, они быстро проходили по этим ямам, по системе этих ямов. То есть на этих ямах они сменяли лошадей. То есть они оставляли свою лошадь, пересаживались на новую и двигались дальше. То есть это была такая своеобразная система. Поэтому пути сообщения были очень развиты в то время.
И, допустим, с территории Каракарума, это центр, да, вот на территории Центральной Азии находится Каракарум, столица империи Чингисхана. Оттуда, допустим, какие-то послания почтовые отправлялись или сообщения, и они быстро достигали окраин вот этой огромной империи. Даже вот иностранные путешественники, в частности, вот Гильем Рубрук, он как раз по этим ямам и путешествовал. То есть от станции к станции он шел и двигался. И он достаточно за короткий период достиг этого чингизидского центра политического в Каракаруме. То есть это уже в то время было одной из развитых форм путей сообщения того времени. Ну и, собственно говоря, вот с этим эпохой тоже связано и развитие письменности. То есть в это время тоже, собственно говоря, для официального делопроизводства появлялась вот эта вот письменность. То есть вначале она была вот так называемым уйгурским письмом, а потом уже на его смену приходит арабское письмо, арабская графика. Она тоже способствовала появлению вот литературы, особенно в XIV-XV веках. Там очень много в эпоху Золотой Орды различных литературных произведений появилось. Это были как переводная литература, так и оригинальная. Ну и, собственно говоря, эпический цикл, вот, который стал формироваться в это время, он дожил вплоть до XX века. То есть казахи могут считаться одним из носителей вот этой развитой золотоордынской историко-эпической традиции. Ну вот Хрымнын Кыргбатыра, то есть это знаменитый цикл, он как раз появился в эпоху поздней Золотой Орды, 15-16 веках. И у казахов он сохранился вот до середины 20 века, когда он был записан. Омурон Жырау, он в западном Казахстане жил. И, собственно говоря, это тоже говорит о том, что в эпоху Золотой Орды была развита форма литературы, не только устной, но и письменной. Понятие аккорда, насколько она вот имеет отношение к Золотой Орде? Говорят, что это была часть. Ну, некоторые пишут. Знаете, вот этот вопрос, он уже давно витает, и многие его задают, вот этот вопрос об аккорде. Этот термин связан с понятием ордажа. А орда в тюркских языках, в тюркских и монгольских языках означает политический центр. То есть там, где находится правитель. Орда – это ставка, центр, резиденция. Ну и в переносном смысле это одновременно столица. Ну вот, допустим, если вспомнить более древнюю историю, вот, в эпоху уйгурского каганата столицей его назывался город Орду-Балык. Орду – это центр, а Балык – это город, столица. То есть столичный центр, если так переводить с древнетюркских языков. Он, собственно говоря, и в эпоху Золотой Орды тоже сохранялся. То есть вот даже мы говорим Орда. Орда – это тоже было политическим центром, ну, в того времени. То есть в более поздних источниках, да, это понятие уже пытаются распространить на территорию. То есть так бы называлось это государство. Это вот в русских источниках, вот в летописях, там описывается, что они вначале пишут, что русские князья ездили к татарам, ну, имеется в виду к джучидам, правителям. А потом там в XIV веке появляется понятие Орда. Ездил в Орду, то есть ездил в столицу за ярлыком. За ярлыком, значит, на княжение. Ну, такая была политическая практика того времени. Поэтому здесь вот Орда термин закрепился как бы вот не только за столичным центром, но и за целым государством. Понимаете? А на самом деле, если вы посмотреть источники, вот, допустим, те же самые персидские источники, здесь под вот этими цветовыми обозначениями наподобие Ак-Орда, Кок-Орда, здесь понимаются не только политические центры, а, собственно говоря, политические группы, которые правят Золотой Орде того времени. То есть, допустим, восточные джучиды, их условный такой символический идентификатор – это Синяя Орда, Кок-Орда. Для западных джучидов, допустим, для потомков Бату, это Ак-Орда. То есть вот две правящие такие ветви, главные, да, и вот у них символичными ихними как бы отражателями, идентификаторами являются вот эти внешние цветовые обозначения. Угу. Вот так нужно понимать вот эти термины. И завершающий вопрос. Какой главный исторический урок можно извлечь вот из эпохи Золотой Орды? Ну, таких уроков, наверное, можно извлечь много. Мы не должны забывать, что Золотая Орда все-таки пала. А пала, потому что внутренних противоречий очень много было.
Когда вот началась эпоха так называемой малой заметни, народ воспринимал, конечно, правителей как священных. Но когда он видел, что власть не может между собой договориться, когда они вот это вот сакральное, то, что для основной части населения было важным, то, что вот она должна была консолидировать это общество, а оно, наоборот, его разъединяло на различные политические группы, когда началась вот эта вот борьба кровавая за власть, и народ разуверился в этих идеалах, и, собственно говоря, это привело к тому, что их легитимность в глазах населения упала. То есть мы должны понимать, что власть и народ, да, они между собой тесно связаны. Если власть ведет себя неправильно, если власть переходит какие-то грани, да, или он нарушает какие-то условные договоренности, то, собственно говоря, население это будет тоже, на население это тоже будет отражаться. То есть население будет видеть, а это правители, оказывается, такие вот клятвопреступники, то есть они не выполняют своих вот этих функций, поэтому они, разочаровавшись, уходят. Вот поэтому с этим как раз связано такое явление, как казаклык в эпоху Золотой Орды, когда отдельные группы населения просто уходили на окраины государства и не подчинялись никакой власти. Ну, то есть вели такой, знаете, асоциальный образ жизни. И, собственно говоря, это привело к делегитимации вот этой власти. То есть в глазах населения власть упала. И, собственно говоря, с этого, можно сказать, в сознании населения правящий золотоордынский класс, который был священным, он, собственно говоря, уронил свой авторитет, и население, разочаровавшись, разошлось. И с этого времени начинается, вот, собственно говоря, неизбежный распад Золотой Орды. То есть мы должны из этого извлечь важный политический урок. То есть правящие группы должны понимать, какую они важную интегрирующую роль играют, и свою задачу должны выполнять. То есть главная функция все-таки государства – это организовать условия для населения. И если вы их правильно организовываете, то население будет жить своей жизнью, оно будет платить вовремя налоги, оно будет стоять на защите этого государства. А когда население разочаровывается, вот как в современном сейчас Иране, что происходит, власть превратилась в ничто, авторитета его нет. И мы видим, что это приведет к дезинтеграции общества и к очень печальным последствиям может привести. То есть современные примеры показывают, что из исторического прошлого надо извлекать очень важные уроки. Поэтому я этот вопрос вам и задала. Угу. Спасибо большое, Айболат Каршлямович, за время, уделенное за интересную, содержательную беседу. Возможно, встретимся еще в нашей студии, а мы с нашими зрителями не прощаемся. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. До скорых встреч!